Специальный выпуск новостей в студии Ксения Лосева. Здравствуйте. Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Бурлун Дунайортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня работаю в Санкт-Петербурге по отдельному плану. Об этом расскажу позже по итогам. А сегодня расскажу о новости, которую бы точно совершенно мог назвать новостью года. Вы помните, что буквально месяц назад проходил Государственный совет, проводил его лично президент страны Владимир Владимирович Путин, и обсуждался вопрос ТЭКа, топливно-энергетического комплекса страны. Я попросил Владимира Владимировича выступить и рассказал о том, что у нас есть несколько вопросов, проблем, я бы сказал, связанных с моногородами, с Воркутой, с Интой. И это старые застаревшие проблемы, которые не дают развиваться сегодня нашему заполярному городу и арктическому городу. Суть их в следующем, еще раз назову, это первая проблема переселения. Оно идет очень низкими темпами, и это создает очень негативную оценку людей, которые бы хотели приехать и которые бы хотели открывать новые предприятия, потому что большое количество людей не переселено. Далее это вопрос крайне устаревших наших водозаборов в Инте и знаменитого нашего водовода, Усинского водовода в Воркуте. И эти вопросы были основные. Ну и, конечно, как подвопрос, это консервация шахты в Инте, потому что она у нас до сих пор не консервирована. Значит, хочу сказать сразу, что президент, во-первых, дал возможность выступить, и сразу по окончании выступления сказал, что вопросы крайне важные, и их нужно внести в протокол. Так вот, по результатам внесения в протокол вчера вышло поручение президента с конкретными совершенно сроками по всем этим вопросам. То есть все эти вопросы не просто взяты для рассмотрения, а взяты уже и даны поручением президента к исполнению. Вот это очень важно. И самое важное, что срок исполнения этих поручений не позднее 2026 года. Еще раз подчеркиваю, по переселению у нас на сегодняшний день стоит в очереди на переселение 25 700 семей. По году, вот по этому году мы всего получили средств на переселение 177 семей, а на следующий год у нас по деньгам было меньше, мы могли переселить только 93 семьи. Соответственно, конечно, такими темпами мы там и за 100 лет бы не переселили. Вот с учетом поручения президента это будет выполнено до 2026 года. И это, конечно, колоссальный прорыв, просто колоссальная перспектива для вот тех людей, которые сегодня этого переселения ждут. Следующее. Точно так же, начиная с 2023 года, даны все поручения этим указанием президента о том, чтобы приступить к консервации шахты в Инте и произвести модернизацию водозабора в Инте и полную реконструкцию Усинского водовода. Ну и самое главное, все это погружается в план социально-экономического развития республики, что точно так же дано поручение президента такой план рассмотреть в правительстве и утвердить. Сразу хочу сказать, что мы параллельно двигались. Этот план у нас подготовлен, он сейчас находится уже в правительстве Российской Федерации на рассмотрение. И, соответственно, с учетом уже поручения президента, а по плану социально-экономического развития мы должны его в марте 2022 года утвердить. Соответственно, все это пойдет в работу уже в начале 2022 года. Совершенно точно могу сказать, что это новая страница в развитии Республики Коми, социально-экономического климата и развития республики. И это, конечно, уникальное решение, которое нам нужно в ближайшее время, в ближайшие 3 года реализовать совместно с правительством Российской Федерации. И в завершение, как обычно, об эпидобстановке.
За сутки мы чуть-чуть снизились, 285 случаев выявлено вновь заболевших коронавирусом, вчера было 287, из них 71 человек был привитой, но при этом 60 из этого 71 человека на амбулаторном лечении. Снова и снова подчеркиваю, даже если привитой человек заболел, он болеет легко, болеет, как правило, на амбулаторном режиме. По коечному фонду я вам говорил, что мы снизили достаточно существенно койки. У нас сегодня 2270 коек развернуто, больше пока не снижаем. Занято 1403 койки, тоже немножко снизились, вчера было 1416. К сожалению, по умершим. Умерших у нас сегодня за сутки 11 человек, но снова подчеркиваю, среди умерших нет ни одного вакцинированного. Еще раз, уважаемые жители, призываю вас задуматься о том, что даже если вы, будучи привитым, заболеете, вы перенесете заболевание легко. Но если вы не привитые, к сожалению, риск заболеть и тяжело заболеть, и, к сожалению, трагически закончить, очень высокий, особенно у лиц 60+, с большим количеством хронических заболеваний. Поэтому снова повторяю, когда меня спрашивают, а вот при большом количестве хронических заболеваний прививаться или нет, надо ли брать медотвод? Не надо брать медотвод, нужно прививаться, потому что это будет при заболевании, даже при том, что человек заболеет, будучи привитым, шанс на то, что человек выздоровеет. По завершившим вакцинацию у нас сегодня 330 562 человека завершили вакцинацию. Огромное им за это спасибо. И остаток вакцины у нас достаточный, более 134 тысяч доз. Поэтому записывайтесь на вакцинацию, приходите. Вчера ко мне поступила информация вот по моей уже горячей линии, которая каждый день, это 150-200 идет звонков и смс-ок, в которой написано было, что очень большая скученность при прохождении вакцинации, особенно второго компонента. Значит, все команды даны. Сегодня Минздрав Республики Коми отрабатывает ситуацию, когда будут разведены потоки, и такого, вот то, что прислали мне, такого скопления людей, очереди в 70 человек, мы точно совершенно в ближайшие дни снивелируем, то есть исключим. Поэтому приходите и вакцинируйтесь. На этом сегодня вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга. До следующей встречи. Это был специальный выпуск новостей. Всего доброго и до встречи в эфире.